Кто хочет попасть в рай, пусть придерживается джамаата. Пусть будет джамаат. А истине сатана с одним человеком. Если человек в джамаате, то опека, помощь от Всевышнего, от самого Всевышнего гарантирована. Что значит эти слова? Что значит быть в джамаате? Человек так или иначе, он не может быть вечным кочевником, не может быть вечным цыганом. Хочет вернуться домой, а мы все бежим куда-то, да? Бежим от смуты, бежим от войны. В современном мире, особенно в наше время войны, перераспределение влияния государств на карте мира, обустройство нового миропорядка, о котором сейчас все говорят. Многие люди. Поэтому необходимо следовать этому верному пути. И только этот путь, на самом деле, этот путь, он ведет к счастью в обоих мирах. Многие люди, именно даже мусульмане в том числе, одни вынужденно покинули родную землю, дома, где звучали азан, совершался намаз из-за войны. Уехали. Кто куда? Вот я недавно побывал в Европе. 1/3 мусульмане. Они уехали. Война началась. Берегите джамаат, братья. Будьте в джамаате. Дорогие братья, Аллах Субхану Тааля во множестве аятов говорит про верное руководство. В частности, Аллах Субхану Тааля говорит: Алиф лам мим. Алиф лам мим. Даликаль китабу ла райба фи. Вот она, книга, в ней нет сомнений. Гудан лиль муттакин, которая является верным руководством для богобоязненных и так далее. Также Аллах Субхану Тааля говорит: Аллаху анзаля ахсан аль-хадифи китабан муташабиха. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Аллах ниспослал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь, а потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем, кого пожелает, а кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. Также Всевышний Аллах говорит: «Хуаллади арсаля расуляху бильхуда ва динил хак лиюзхираху аля алладина аля дини куллихи валяу кариха аль-мушрикун». Он, Всевышний, тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, с исламом, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Также Всевышний Аллах говорит: Аллаху арсаля лакад арсальна русуляна биль баййинат. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, хотя и не видит Его воочию. Воистину Аллах всесильный, могущественный. Я, как уже упомянул, есть несметное количество аятов про гуда, про верное руководство, про мухтадин, про тех, кто следует верному руководству. Каковы же основные магистрали этого верного руководства, этого верного пути? В чем основные вехи этого верного пути? Основные магистрали, дорогие верующие, верного пути, это в первую очередь, как вы это поняли из приведенных выше аятов, это Коран. Это основа основ. Это последнее Писание, с которым пришел печать пророчества в качестве милости для миров. Это сунна того, кто принес этот Коран, кто донес этот Коран до человечества. То есть путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
А затем путь праведных халифов, аль-хуляфа ар-рашидун, о которых сказал тот, кто привел это, довел это руководство до людей, то есть посланник Аллаха, как мы это укажем в следующих хадисах. И также путь праведных предшественников, о чем опять же сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И также, еще самое важное, и акцент, на котором я буду сегодня делать, это джамаат. Джамаат. Итак, есть известнейшая проповедь посланника Аллаха, худжатуль вада. Это последняя проповедь посланника Аллаха. Прощальная проповедь. В которой он сказал, что он сказал, обратите внимание. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. Я оставил вас, для вас. Коль вы будете этого придерживаться, никогда не заблудитесь, не потеряете верный путь. И не атасамтум бихи, если будете держаться за это. Китаб Аллах. Книга Аллаха. Ва антум тус'алуна анни. И вы будете спрошены обо мне. Фама антум каилу. Имеется в виду судный день. Что же вы скажете? قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. И они сказали, сподвижники сказали, и все сказали, мы засвидетельствуем, что ты довел это. وأديت, исполнил это. ونصحت, и дал советы. فقال بإصبعه السبابة. И он указательным пальцем, подняв и указав на людей, ярфа'уха иля сама, ва янкутуха иля нас, подняв к небу, указывая на людей, сказал: Аллахумма шхад, Аллахумма шхад, Аллахумма шхад. О Аллах, будь свидетелем. О Аллах, будь свидетелем. О Аллах, будь свидетелем. Трижды. Также в хадисе, который передает Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах. Пророк саллаллаху сказал: Таракту фикум айюха нас. О люди, я оставил вам, среди вас, для вас. Ма ин и'тасамтум бихи, фалян тадиллу абада. Если вы будете придерживаться этого, стойко, крепко, вы никогда не заблудитесь. То есть никогда не потеряете этот верный путь, который все ищут, все колеблятся. Особенно в это время. Китаб Аллах. Книгу Аллаха. И в этом хадисе, в этом риваяте. Васунната набии. И сунну его пророка. Эти все хадисы, они достоверны. Также от Абу Нуджайха аль-Арбада бин Сария, да будет доволен им Аллах, приводится, передано, что он сказал: «Ва'адана Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям мау'идата ваджилат минха аль-кулуб». Посланник Аллаха обратился к нам с проповедью. И эта проповедь, она настолько тронула наши души, что наши глаза начали плакать. «Зарифат минха аль-уюн». Они расплакались. «Факульна». Это уже Эверест. Это айсберг. Пророк обратился к ним с проповедью. У них сердца растрогались, они расплакались. И в конце они сказали: «О посланник Аллаха! Аусына! Дай нам совет! Дай нам совет!» И тогда он сказал: «Усикум битакваллах». Я вам советую быть богобоязненным, придерживаться богобоязненности. «Вассам'и ватта'a», слушаться и повиноваться. «Ва ин та'аммара алейкум абд», даже если вами будет руководить раб, невольник. «Фа иннаху ман я'иш минкум фасайра ихтиляфан кафира». Тот, кто проживет среди вас, будет дальше жить, он увидит много разногласий.
Очень много разногласий. И мусульмане видят это на самом деле. Видели, видят. Фа'алейкум бисуннати. Каков же верный путь? Где же это верное руководство, чтобы не заблудиться? Фа'алейкум бисуннати. Вам следует придерживаться моей сунны. Ва суннати аль-хуляфа ар-рашидин. Пути праведных. Сунна – это путь, образ жизни, традиция. Пути сунны праведных халифов. Аль-Махдиин, ведомых, верным путем. Адду алейха бин наваджид. Он не ограничился этим, да? Он не сказал просто вцепитесь в нее коренными зубами. Вцепитесь в нее. Эти все акценты для чего? Они важны. Пророк их недаром расставил. Он был одарен талантом речи. Они неспроста. Потому что мы будем нуждаться в этих советах. Он знал, что мы будем нуждаться в этих советах. И как мусульмане сегодня нуждаются в этих советах? Адду алейха бин наваджид. Цепитесь с нее корнями. Ва иякум ва мухдасати. Остерегайтесь новизны. Фа инна кулля бид'атин далаля. Ведь поистине каждое новшество есть заблуждение. Итак, мы указали верные вехи на пути, магистрали основные. Это Коран. Это сунна пророка саллаллаху. Это сунна праведных халифов. Это сунна действия, образ жизни праведных предшественников, в первую очередь сподвижников. И потом дальше, что очень важно. Это вы все знаете, все мусульмане знают. И последнее, на чем я делаю акцент сегодня, именно сегодня, это джамаат. Джамаатуль муслимин. Отсутствие джамаата, дорогие братья, для мусульманина, это когда мусульманин отсутствует, то есть у него нет джамаата, он становится верной мишенью для шайтана. Что сказал пророк саллаллаху? Как это сообщает Умар. Хатаба Умар бишам. Однажды Умар, радийаллаху анху, будучи в Шаме, находясь в Шаме, обратился с проповедью к людям и сказал: Кама фина Расулуллах саллаллаху маками фикум. Однажды пророк саллаллаху встал перед нами, то есть имеется в виду сподвижниками, так как я встал сейчас перед вами. Факаль. И он сказал: Истаусу би асхаби хейр. Следуйте благому примеру моих сподвижников. Ориентируйтесь благому примеру сподвижников. Thumma аллазина ялаунахум. Затем примеру тех, кто будет после них. Thumma аллазина ялаунахум. То есть имеется в виду табиунов. Затем к примеру поколения тех, кто последует за ними. То есть имеется в виду таби'ин. Thumma яфшуль кадиб. Затем распространится ложь. То есть будет повсеменно распространение лжи. Хатта юаджалю раджулю бишшахада. До такой степени, что мужчина, человек будет спешить дать свидетельство. Кабля ин юсаля. Хотя и до того, как его спросят об этом свидетельстве. Обильябини кабля ин юсаля. Будет стараться дать клятву, хотя ему не будут просить дать клятву. Фаман арада бахбухатиль джанна. Кто желает простора рая, середины рая. Кто хочет попасть в рай, фальяльземель джамаа. Пусть придерживается джамаата. Пусть будет джамаат. Фа инна шайтана ма'аль вахид. А истине сатана с одним человеком. Ва миналь ифнейни абад. Коли их двое, то он сторонится, то он чуть дальше от них. Фаман сарратху хасанатху. Ва саатху сайяатху. Фахуа му'мин. И того, кого обрадует его благодеяние, кого расстроит его злодеяние, тот есть верующий. В другой же версии этого хадиса делается акцент на предостережение от разделения. Хатабана Умар бильджабия. Это о том же событии, вероятно, но
другая версия хадиса. Однажды Умар обратился к нам с проповедью в Джаби и сказал: «О люди, я стою перед вами подобно тому, как стоял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, среди нас, факаль». И он сказал: «Усикум би асхаби». Я советую вам следовать примеру сподвижников, моих сподвижников. Затем поколению тех, кто придет после них. Затем поколению тех, кто придет после них. Затем распространится ложь. Хатта яхлифа раджу. До той степени, что будет мужчина клясться. Валя юстахляф. Хотя его не будут просить этой клятвы. Ва яшхаду шахид валя юсташхад. И будет свидетельствовать человек, хотя не будут просить его свидетельствовать. Аля ла яхлуанна раджулун бимра. О да, таукид, адат таукид. Пусть ни в коем случае мужчина не уединяется, не остается наедине с женщиной. Ведь непременно третий будет среди них шайтан. Илля кяна фалитухума шайтан. Алейкум биль джамаа. Вам следует придерживаться джамата. Быть в джамате. Ва иякум валь фурка. И предостерегайтесь разделения. Фа инна шайтана. Ведь поистине сатана. Ма'аль-вахид, с одним человеком. Если человек остается один сам с собой, то непременно дьявол, шайтан будет его доставать своими научениями. وَمِنَ الْإِثْنَيْنِ هُوَ أَبْعَدْ. А коли их двое, то он чуть сторонится от них, он уже сторонится от них. فَمَنْ أَرَادَ بَحْبُحَ الْجَنَّةِ. Кто хочет простора рая, середины рая, فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَ. Пусть придерживается джамата. И так далее по тексту хадиса. Дорогие братья, отсутствие джамаата для мусульманина – это верная погибель. Рано или поздно. Понимаете? Потому что он будет как сахар, который бросили в чай, и он растворился. Джамаат для мусульманина, он очень важен. Быть в джамаате, быть с джамаатом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма мин салафатин фи карьяти валя бадвин ла тукаму фихим ас-салат илля кад истахвада алейхим аш-шайтан. Фа алейкум бил джамаа, фа иннама якулу д'ибу ал-касия». Если трое остаются в каком-нибудь местном населенном пункте, в селе или где-нибудь в пустыне, и они не совершают вместе намаз. Кстати, ученые приводят этот хадис в качестве доказательства, что коллективный намаз является фардом. Но это отдельная тема для разговора. Это так для эрудиции. И они не совершают вместе намаз. Илля кад истахвада алейхим аш-шайтан. То есть они не вместе, они не собираются. Мы сейчас про этот акцент. То ими непременно, непременно истахвада. Ими овладевает шайтан, ими овладевает сатана. Фа'алейкум бил джамаа. Вам следует придерживаться джамаата. Быть джамаатом. Дорогие братья, что значит быть джамаатом? Почему это так важно? Быть джамаатом, дорогие братья. Это опять же, это как вершина айсберга, Эверест. Мы же говорим, Корану следовать, Сунне следовать. Это уже практически прикладной совет. Если ты будешь в джамаате, то это тебе гарантируется. Если ты не будешь, ты можешь растеряться, потеряться. Потерять путь можешь. В этом суть. Если ты будешь в джамаате, Аллах тебя поддержит. Ядуллахи ма джамаа. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям неоднократно во многих хадисах это подчеркнул. Так, в частности, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, то есть Аббасом и его сыном. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Ядуллахи ма джамаа. Рука Аллаха с джамаатом. От Ибн Умара передано также, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Инна Аллах ля яджма уммати аля талиб. Поистине Аллах не допустит того, чтобы моя умма, она собралась воедино на какой-то ошибке. Много таких текстов, указывающих на то, что джамаат это
гарантия того, что ты не заблудишься. Что значит рука Аллаха? На что указывают эти слова? Что предполагают эти слова? Эти слова указывают и предполагают на то, что если человек в джамаате, то опека, помощь от Всевышнего, от самого Всевышнего гарантирована. Она гарантирована. Аллах Субхану заботится о джамаате. Что значит эти слова? Давайте копнем глубже. Что значит быть в джамаате? Ученые указывают на 5 смыслов. Савадуль Адам – быть с абсолютным большинством. То есть, включая абсолютно всех мусульман. Мусульман много же, они все разношерстные, разные. Кто-то сказал из ученых, эти слова предполагают именно этот смысл. Кто-то сказал из ученых следовать знающим, ученым, обладателям знаний. Кто-то сказал следовать пути праведных предшественников, в первую очередь пути сподвижников, трактуя этот хадис и подобный хадис. Кто-то сказал следовать в общем примеру мусульман, если сравнивать мусульман с неверующими. Кто-то сказал, и это выбрал Ибн Табари, он Махтаров Ибн Табари, следовать конкретному руководителю в конкретном месте и времени. Аллаху а'лям, Аллах лучше знает. Все эти смыслы, они подразумеваются словами пророка. Потому что все тексты указывают на это. Следовать Корану, следовать Сунне, следовать пути сподвижников, следовать праведным халифам, следовать праведным предшественникам, следовать джамаату. Все тексты указывают на это. Так или иначе. То есть это как круг сужается, если мы говорим про конкретных людей в конкретном месте, в конкретном времени и так далее. Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля отвечает на зов молящегося. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Астагфируллах ли. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Лишь на Него мы уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не ведет в заблуждение. Кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Дорогие братья, зачем? Почему я поднял эту тему? Для чего? В современном мире, особенно в наше время, время войны, перераспределение влияния государств, сильных мира, да, на карте мира, обустройство нового миропорядка, о котором сейчас все говорят, многие люди, а именно даже мусульмане в том числе, находящиеся под гнетом, под несправедливостью, они находятся в растерянности, находятся в состоянии смуты, прежде всего внутренней, постоянном колебании. То есть, что делать? Как быть? Семью куда? Что делать? Где учиться? Где жить? Где работать? Как развиваться? С кем быть? И тому подобное. Эти вопросы у всех встают. Одни, и посмотрите, просто оглянитесь вокруг. Посмотрите на то, что было несколько лет тому назад. До того, как началась тут война. Да? Одни вынужденно покинули родную землю. Дома, где звучали азан. Совершался намаз из-за войны. Мы говорим про арабские страны, про мусульманские страны. Уехали. Кто куда. Вот я недавно побывал в Европе. 1/3 мусульмане. Они уехали. Война началась. Кто-то уехал там даже, где нет войны. Просто гнет несправедливость. По каким-то причинам. Третьи уехали в поиске знаний. Возможно, какой-то лучшей жизни, перспективы, развития и тому подобное. Четвертые хотели бы выехать, но не могут выехать. Если мы говорим про военное время, да, военно обязанные. Пятые хотят сделать все возможное от них, воевать с оккупантом.
Есть такие. Хамдуля есть такие, но этих мало. К сожалению, хотят вернуться на родину, потому что человек так или иначе, он не может быть вечным кочевником, не может быть вечным цыганом. Так или иначе он хочет вернуться домой, к себе домой, на родину. Хочет. Нет стабильной работы, нет гарантии безопасности. Что делать? Каждый всегда задается этим вопросом. Как быть? Что делать? Так вот, вехи на верном пути — это где бы ты ни был, в каком бы ты состоянии ни был, что бы ты ни делал, это следование Корану, сунне пророка саллаллаху, да благословит его Аллах, а также конкретному джамаату. Конкретному джамаату. Это важно. Важно, братья, цените это важно, потому что без этого заблудитесь. Растворитесь, как сахар. Это обращение ко всем. Тем, кто здесь, и тем, кто в Европе, везде. Это универсальные советы от пророка саллаллаху. Джамаат, теперь смотрите, что такое джамаат? Это же не просто так. Что значит джамаат? То есть ученые, в частности Ибн Усаймин, он говорит, джамаат возможен в наличии двух условий. Какие это условия? Это следование, опять же, смотрите, все вокруг одного и того же стержня. Это следование Корану и Сунне. Следование конкретному руководителю. Следование руководителю. Поэтому необходимо следовать верному пути. И только этот путь, а мы все бежим куда-то, да? Бежим от смуты, бежим от войны. Стремление к чему? Стремление к лучшей жизни, к счастью, к какой-то безопасности для людей. И тому подобное. Поэтому необходимо следовать этому верному пути. И только этот путь, на самом деле, этот путь следования Корану, Сунне праведных халифов, Сунне праведных предшественников и джамаату, он ведет к счастью в обоих мирах. Как это подчеркивается, опять же, суть это подчеркивается, квинтэссенция во многих аятах. И он сказал, не свергнитесь отсюда вместе. Имеется в виду Адам и Ева. И одни из вас будут врагами других, если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. Также Аллах говорит в суре Бакара: мы сказали, не свергнитесь отсюда все, если к вам явится руководство от меня, то те, которые последуют за моим руководством, не познают страха и не будут отвечать. Пусть Всевышний сделает нас теми, кто следует Корану, сунне пророка саллаллаху, сунне праведных халифов, сунне сподвижников, праведных предшественников. Пусть Всевышний одарит нас джамаатом. И я считаю, что он нас одарил джамаатом на самом деле. Берегите джамаат, братья, будьте в джамаате.